На флаге красно-белый цвет. Команды этой лучше нет. Во многих разных городах болеть мы будем за «Спартак». Команду в сердце берегут, и от души о ней поют. Приветствую вас, дорогие зрители. Мы начинаем прямой репортаж о матче, которого мы так долго ждали. Как всегда, для вас работают два комментатора, Василий Уткин и мой товарищ Василий Соловьев. Добрый вечер. Мы очень серьезно готовились к этому матчу. Да и не только мы, потому что газеты буквально пестрят различными прогнозами на исход этой игры. Посмотрим, кто же был прав. Непредсказуемое противостояние. Друзья, я поздравляю вас. Свершилось то, чего вы все так долго ждали. Финал Кубка. Если мы чего-то ждем сильнее, чем самого финала, то, наверное, это момент, когда одна из команд все-таки поднимет его над головой. Удивительное соревнование Кубок. Мы же помним наизусть практически всех победителей и всех финалистов. Это настоящая история футбола. Да, от великого до смешного. Один подкат. Очень трудно защитнику успеть за таким резким форвардом. Штрафной удар. Сочный дальний удар. Возможно, гол. Команда двигается к воротам. Нужно сейчас подержать мяч. Защита грамотно играет. Мяч в ногах у игрока линии обороны. Мяч уходит далеко вперед после удара защитника. Игрок пошел вдоль боковой линии. Выбрасывание из-за боковой. Ну что ж, у команды есть все шансы для хорошей атаки. Так, мне кажется, боковой сейчас помог принять правильное решение. Это определенно фол. Предстоит удар от ворот. Павличенко. Ну же! Он почти не сдвинулся с места. Я думаю, для вас очевидно, что голкипер смог взять этот мяч благодаря удачной позиции в воротах. Умница! Шева получает мяч. Это реальный шанс изменить счет. Прекрасный отбор, хорошая техника. Это даже не просто. Это очень просто для вратаря. Технично вратарь сегодня отрабатывает. Очень технично. Я даже не думаю, что здесь дело в везении. Уж слишком хорошо он читает игру. Великолепный шанс забить гол. Потеря мяча здесь — это просто непростительная ошибка. Какая небрежность. Бесчастная. Неплохие рывки. Он отдает точный пас. Рефери дает право на штрафной удар. Убей же! Он был обязан спасти ворота, и он сделал это. Бесчастная. Хорошая работа с мячом. Павличенко. Чистый гол. Даю советы. Если вы хотите обмануть самого профессионального вратаря, бейте в нижний угол ворот. Взять такой мяч невозможно. Ну или практически невозможно.
Разыграно как по нотам. Честно говоря, я уже подумал, что в первом тайме голов может и не быть. Но за 10 минут до перерыва на 35-й минуте все-таки гол. Будут водить мяч из-за боковой. Ибров. Он отнимает мяч. Какая возможность. Гол! Гол! Похоже, команда снова обрела себя. А некоторые считают, что когда тебе дают подобные пасы, любой может забить. Может быть, но вовремя выйти на ударную позицию — это талант. Он сейчас сыграл решающую роль. Итак, счет сравнялся, и мы возвращаемся в исходную точку. Команды поравнялись на счете 1-1. Шевченко. Он прорывается к воротам. Фантастика! Такой удар — кошмар для любого голкипера. Мяч летел низом, и взять его нереально. Похоже, для завершающего комбинацию игрока это было уже совсем несложно. Команда ведет в счете 2-1. Яринцев. Какая смелая игра головой. Как их много. Что-то задумали. Судья останавливает встречу. Штрафной удар. Конечно же, мало иметь хорошую позицию для удара. Нужно еще и пробить. Красиво сыграно, но результата от этих ударов пока нет. Закончились первые 45 минут матча. Счет 2-1. И даже после первых 45 минут матча уже понятно, кто контролирует игру. Так и тянет сказать, что подобные усилия вряд ли можно совершать на протяжении всего матча, но, похоже, ту же картину мы увидим и во втором тайме. Тренер команды явно доволен. И штрафной. Он блокирует этот удар. Мяч летит в сторону, а футболист явно сконфужен. Голкипер хватает мяч и цепко его держит. Мяч вброшен в игру. Хорошо, рассудительно. У парня с мячом есть время, его вся команда почти поддерживает. Защита действует прекрасно. Подальше от ворот выбивает мяч защитник. Мостовой. Бесчастных. Ибров. С мячом Шевченко. Ну что, будет сейчас гол? Шева! Голкипер подбирает мяч. Вратарь вбрасывает мяч в игру.
Надо все начинать сначала. Очень хорошо. Павлюченко. Очень своевременный перехват. Бояринцев. Не торопится команда с развитием своей атаки. Вообще игроку стоило больше постараться. Вратарь накрывал этот мяч в любом случае. Уж слишком правильно он расположился в воротах. Павлюченко. Нарушили правила, сейчас вам штрафной пробьют. Не дают бить. Бояринцев. Бесчастный. Защитник не рассчитал, подкат был выполнен недостаточно четко. Точный пас вперед. Это уже защита всей командой, пробить ее непросто. Это Шевченко. Ребров. Защитники за спиной, впереди только вратарь. Попало вратарю. Как вовремя они разрядили обстановку. Так не отбирают. До миллиметра уверен подкат, судья не остановил встречу. Бесчастный. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Из такого расстояния можно забить. Красивый пас головой. Потеря. Защитники берут числом. Павлюченко. Только 3 минуты добавил арбитр. Рефери предоставляет команде право пробить штрафной удар. Да! Гол! Очень важный гол. Команда ждала этого момента всю игру, а за время, оставшееся до конца, скучать нам не придется. Время матча почти подошло к концу, но команда не сдается. Они сравняли счет. Никак не получается стать за пятунок, нужно повториться. Нужен один точный удар. И что же решит судья? Да, это пенальти. Я так и думал. И вот наступает именно тот момент, когда ошибаться нельзя ни в коем случае. Положил мяч в ворота. Здесь жесткая, плотная опека. Матчу конец. Вот чего ждали болельщики. Победы своей
команды. На поле настоящая вакханалия.